это абсолютно гнилой строй, несправедливый строй, и что я бы не хотела в нем жить. Если считать всех вокруг врагами, это проще. Я больше не могла просто там находиться, я больше не могла там жить. Как это попадает в самую больную точку, когда власть вынуждена была признать, считаться с нами. Этому парламенту нужна была такая сдержанная сила, как у нас. Они готовы на смерть ради этой земли, они спят рядом с этой смертью. И мы, как зерна, мы упали в землю, но мы обязательно прорастем. После Великого пожара 1666 года Лондон был практически уничтожен. И тогда возник спор, восстанавливать город таким, каким он был, или построить его заново. Люди выбрали сохранить город, но построить его по новым правилам. Широкие улицы и каменные дома. История показывает, после любого потрясения самое важное не то, что было разрушено, а то, что люди решают построить после. Группу компании СДК отличает тот же подход – строить так, чтобы дом пережил время, перемены и даже потрясения, чтобы у тех, кто придет после нас, было место, куда можно вернуться. Ассаляму алейкум, Лилия Ханом. Я рада, что мы нашли время поговорить с вами. И мы откладывали этот разговор, но он, к счастью, состоится, я надеюсь, да. Мне кажется, это важно. Почему? Потому что мы очень часто говорим про 1944 год, но не менее важно и нужно говорить про наше возвращение, про наши 90-е. Почему? Потому что это период, когда, точнее, это тот момент, когда мы справились с последствиями 1944-го, да? 90-е – это наше возвращение, и вы были не просто его свидетелем этого возвращения, да, еще и активным участником, Лильханом. Я даже не побоюсь сказать этого слова, символом возвращения. Вы можете сомневаться, но для моего поколения это выглядит именно таким образом. Поэтому я хочу поговорить сегодня с вами как со свидетелем, как с крымской татаркой, как с журналистом и как с поэтессой. Попробуем, Лильхан? Ну, давайте. Если позволите, я начну немножко с личного. Вы как-то рассказывали, делились своей семейной историей о том, что когда вам было 16 лет, ваш отец предложил вам сделать выбор национальности. У вас был этот выбор или нет? На самом деле не было. Конечно, не было. И я помню свои тамошние впечатления, меня это оскорбило. Потом с годами я стала уважать это предложение папы, но тогда это меня возмутило, оскорбило, что меня чуть ли не пытаются уличить или толкают на предательство своего народа. Нет, не было выбора, совершенно. В доме была крымско-татарская культура, крымско-татарское настроение, то есть у вас и ровно поэтому не было выбора? Вообще вопрос о выборе как-то. Здесь выбор – это когда что-то существует чуть ли не взаимоисключающее. Да? Тут не было, да, но я не скажу, что у нас прям была какая-то суперпатриотичная, какая-то атмосфера в доме, там какая-то героическая или суперромантическая. Нет, это была обычная крымско-татарская семья, в которой были обычные взаимоотношения. Причем семья, в которой, пока мы были совсем детьми, нас вообще берегли от этих вопросов. И я просто это очень хорошо помню, что когда мой папа ругался с моим двоюродным дедом по этим политическим вопросам, они уходили в самую дальнюю комнату, чтобы мы этого не слышали. Это была обычная семья, но это было все как-то, на уровне органики, наверное, даже. Это был крымско-татарский дом, крымско-татарская семья, несмотря на то, что у меня мама русская. И поэтому я просто еще раз повторю, само понятие выбора, его просто не было. То есть это просто по утрам кофе, и этого было бы достаточно, да? И еще какие-то детали. Да, это все, это обрядовая сторона, это взаимоотношения между родителями и детьми, это прием гостей, это периодически несколько раз в год проводимый дуалар, это, я не знаю,
раза два в неделю, летним вечером, когда мы, сидя на чайхане, пели крымско-татарские песни. Я всего не перечислю всего, что это... Но мы жили в своем очень маленьком, но крымско-татарском мире. И я говорю сейчас не только о себе, все мы, по крайней мере, круг моих родственников, наших знакомых, друзей наших семьи, у нас вот это был свой крымско-татарский мир, который ничем не противоречил остальной нашей жизни, не вступал с этим в конфликт. Лилия Ханум, а вот если сегодня выстроить параллели, вот этого достаточно? Кофе по утрам, крымско-татарские песни. Достаточно ли Нет, конечно, для этого того, чтобы быть недостаточно. крымским татарином? Вот должна или быть под татаркой? ногами родная земля. Да. Вот когда она под ногами, можно даже не петь еженедельно крымско-татарские песни, ее достаточно. Мгм. Земля заменяет многое. Земля, она на то и земля, чтобы быть основой. Это основа всего. А что произрастет на этой земле, будет зависеть только от нас, но она должна быть. Поправьте, если я ошибаюсь. Я помню, что вы жили в Ташкенте, да, уже когда... Последние годы, Да, последние да. годы я жила в Ташкенте. Где, как происходила крымско-татарская жизнь? То есть где, на каких островках вот это пространство, эту атмосферу можно было найти? Либо она уже как бы вот жила и буйствовала, что называется? Островков было великое множество. Квартира Рахметли Фуата Аблемитова. Дом Рахметли Решата Гаджимилева. Квартира Заремы Аптет Расиновой и ее замечательной мамы Рахметли Сюндюзапте. Это, я не знаю, это район индустриального завода в Ташкенте, где жило очень много крымских татар. Это Черчик, где как-то мы с таким широким размахом отмечали по-крымско-татарски Хадерлес. Это, я не знаю, скамейка во дворе многоэтажного дома в районе между госпитальным рынком и аэропортом. Это сквер Революции, где проходили митинги. Это площадь рядом с театром Наваи и дворец Дружбы народов, так это называлось. Это, да, в конце концов, в каждом крымско-татарском доме, в каждой квартире был вот такой вот островок крымско-татарскости. Это тогда было такое горячее время, когда все было на подъеме, когда вот мы уже держали чемоданы наготове. Мгм. То есть это уже ближе к 90-м, да, я так понимаю? Да, Конец 80-х, конечно. Да, это вот самый конец 80-х и начало Инициативные 90-х. группы, Да, собрания. да, конечно. Это был очень активный период такого подъема и активизации нашего крымско-татарского национального движения. Это было... Сейчас как бы оно таким романтическим флером, конечно, покрыто. Оно было очень драматичным. Постоянные условия, что ты, когда садишься и едешь на какое-то собрание, то ты чувствуешь за собой слежку, и водитель машины начинает убегать от этой слежки. Это и приход каких-то гэбистов там в дом и на работу, предупредить, кто у вас работает. Это и очень радостный момент. Одним из таких радостных моментов было, когда выпустили из лагеря Синавера Кадырова и Решата Последние да, Решата политзаключенные. Влаева, это были последние политзаключенные. Это была радость. Там было много радости. Еще был один замечательный такой очаг, да, островок. Это какая-то комната в консерватории, где Джемиль Кариков исполнял свои произведения, написанные, конечно, в крымско-татарском стиле. Это было... Каждый день это был какой-то новый островок. Всегда новый, всегда очень интересный. Всегда в окружении каких-то совершенно замечательных людей. И тем не менее рядом протекала другая жизнь, советская. И тогда очень бурно протекала эта другая Да. жизнь. Я помню, что я очень хорошо помню, хотя вот все, кто в Ташкенте, не могут этого вспомнить, но я помню, потому что я мимо сквера Революции проезжала на трамвайчике, и там была такая растяжка, на которой было написано «Русские долой, татары домой». Знаменитая И тогда в фраза. Узбекистане проходили такие очень бурные национальные процессы, и это тоже все совпало. Все это были годы перестройки, это уже были годы предраспада Советского Союза. Все бурлило не только национальное движение, все вокруг бурлило. Мы бурлили рядом, это точно. Иногда пересекаясь, как с хорошей, так и с плохой стороны, но Мгм.
на качество бурления это не отражалось. Я немножко еще про другую жизнь. Может быть, это на несколькими годами ранее, может быть, вы сравните это. Я про ту жизнь, которая была официальной, да, с историей КПСС в университетах, с идеологией и патриотикой в школе. Как можно было жить и сосуществовать в этих двух реальностях? Тем более вы, по-моему, преподавали тогда русский язык, литературу, если я не Да. ошибаюсь. Да? После института меня оставили на кафедре русской и зарубежной литературы. Я некоторое время преподавала в институте. Потом я преподавала в строительном технике. Потом, когда я переехала в Ташкент, работала некоторое время в издательстве «Мехнат» корректором. А потом преподавала русский язык и литературу в интернате, в школе-интернате. А вот, если честно, для меня не было каких-то двух реальностей. Сначала у меня была одна реальность. Я была активной пионеркой, комсомолкой, общественным лидером, впереди всех с красным флагом бегала. Правда, достаточно было, наверное, цинизма какого-то, понимать, что это несколько даже смешно выглядит. Но, правда, переход в другую реальность для меня был таким несколько шоковым. Это произошло в 10 классе, когда я училась. И наш учитель истории Иван Григорьевич Нерядно по кличке Шлеп-нога, за мой какой-то, может быть, там смех или какое-то не очень хорошее поведение во время урока, он оскорбил меня, назвав предательницей крымской татаркой. Я хочу сказать, что последствия были для него не очень приятные, потому что класс, в котором, кстати, большинство составляли депортированные крымские татары, депортированные немцы, депортированные корейцы, просто объявил ему бойкот. И через некоторое время нам просто вынуждены были сменить преподавателя, потому что он не мог у нас уже проводить уроки. Для меня это было шоком, но это стало, знаете, таким хорошим пинком в реальную жизнь, который этот пинок очень сильно отразился отразился и на моем поведении, и на моем восприятии мира, и на моем самосознании. Да, это было оскорбительно в его устах. Но в этот момент у меня внутри была и гордость. Да, я крымская татарка. Да, я другая, я крымская татарка. Да, что хотите, то с этим и делайте. А не было рефлексии по поводу предательства и вот этого Нет, было всего? оскорбление. Оскорбление. Было оскорбление. И хочу сказать к чести этого Ивана Григорьевича, что через несколько лет, когда я уже училась в институте, и мы с ним встретились в городе, он попросил у меня прощения. Я ему сказала, Бог простит, я его не простила до сих пор. И вот тогда был переход в другую реальность. То есть вот уже можно сказать, что я закончила школу в 16 лет, и можно сказать, что вот в институт я уже пришла другим человеком. Тогда это называли цинизмом или еще чем-то, но это, я говорю, это было уже предперестроечное время. Мы уже читали запрещенную литературу, мы уже искали какие-то источники, очень тяжело, это не то, что сейчас, искали какие-то источники альтернативной информации, мы уже позволяли себе, как нам говорили преподаватели института, циничные шуточки. Если позволит формат, об одной такой шуточке я скажу. И это даже было еще в школе, вот как раз в 10 классе, что мы были на хлопке. Нас же на несколько месяцев в Узбекистане старших школьников отправляли на хлопок. Мы там сидели, отдыхали, мы стали работать, прибежала директриса, сказала, что это такое, что вы себе позволяете. Мы говорим, весь мир бастует, требуя выпустить Луиса Карвалана. Это был тогда чилийский лидер, там хунта произошла, и его арестовали. Да. Мы тоже бастуем, требуем освободить Луиса Карвалана. То есть вот уже вот где-то вот на уровне так иронии, может быть, не цинизма, но и иронии это происходило. Но в институте уже все было по-другому. Это уже другой уровень общения, другой уровень восприятия информации, восприятия жизни и другой уровень заточенности на свое будущее. Что значит другой уровень? То есть вы себе уже не советское будущее рисовали? Уже как-то по-другому могли себе представить в то время другое будущее? Вот я сейчас вот так совсем вот прям точечно не могу, когда там это со мной произошло, да. Но в это время уже было совершенно понятно для меня, что это абсолютно гнилой строй, несправедливый строй, и что я бы не хотела в нем жить. И при этом я понимала, что куда мне деваться.
Я вынуждена жить в этом строе. То есть мне опять повезло, что я менялась вместе со временем вокруг меня, вместе с обстоятельствами вокруг меня, и поэтому, может быть, это было в моей личной практике, процесс происходил, как мне кажется, без излишнего драматизма, и так, можно сказать, даже гармонично. Совпало и время, и настроение. Да, да. Если позволите, я пройдусь по вашим стихотворениям, Лилия Ханум. Я позволила себе немножко их проанализировать. Я не знаю, как вы это воспримете, но все-таки. «Когда мы вернемся» написано было в октябре 89-го. И вот для меня оно звучит как декларация. В нем есть действие, в нем есть энергия, в нем есть очень много вот активности какой-то, да. И оно про достоинство, и можно сказать даже про вызов. Да? Вызов системе, как минимум. Да? И когда возвращение действительно произошло, совпала ли эта реальность вот с той, что вы описывали? Да? У меня когда мы совпало. вернули? У вас совпало? У меня совпало. Я знаю, что не у всех. И я даже ругалась и спорила с людьми. Я как только вступила на эту землю, у меня не было никаких рефлексий, сомнений. Я вступила на эту землю, и я знала, что я хозяйка этой земли. Я сюда возвращаюсь, и родники проснутся, и пепел отцов с новой силой будет стучать в мое сердце. И для меня это то, что там написано, это действительно, наверное, декларация. Это мое убеждение. Кто-то может воспринимать, что там в этой декларации есть претензии к тем людям, кто нас не понимает, и кто из могильных камней строил себе свинарники и так далее, и мастили дороги. Это не про это. Про это? Это не про это. Это, конечно, в том числе и про это, но в основном это не про это. Это про то, что мы руку поцелуем тому, кто признает наше право. А это про тех, кто хотел из нас сделать жертву, пусть они заплачут. Мы жертвой не станем. Мы не позволим. Да, время и история сделали из нас жертву, но мы перестали быть жертвой и больше этого не позволим. В этом тексте еще нет обиды. Есть запрос на справедливость, есть требование справедливости, есть претензия, нет жертвенности, как вы и сказали, да. Мы смогли добиться вот того, что вы обозначили в этих строках? Вот если так немножко резюмировать. Я могу говорить только о себе, я не знаю, как отзываются эти строки у других. Возможно, они по-разному, как любая лирика. Ну, слишком я, конечно, приравняла к этой лирике. Лирика всегда отзывается по-разному. У меня именно так. У меня нет претензий, у меня нет обиды, у меня есть уверенность в своем праве. Для вас тогдашний... И тогдашний было точно тоже, так же. это сознательный выбор? Сознательно, тогда, абсолютно. позиция... Абсолютно сознательно. Это полная уверенность в своем праве. Тот, кто не понимает этого права, пусть плачет. Это его проблема. Знаете, что еще в этом стихотворении? Вот я прям чувствовала это, да? В нем читаешь ту самую энергию действия, про которую я говорила, да, и какая-то, я не знаю, не то чтобы бескомпромиссность, но нет покорности, да, судьбе. Вот что-то такое. Нет принятия молчаливого, скажем так, да. И я вспоминаю наш с вами разговор в Меркезе, где вы говорите про горделивое терпение. У меня есть ощущение такого, знаете, немножко напряжения между горделивым терпением и вот той уверенностью и волей, которая звучит в стихотворении «Когда мы вернемся». К истории вопроса. Горделиво, определив национальный характер крымских татар как горделивое терпение, один из историков. И этот термин, как мне кажется, он очень удачный. С другой стороны, где есть покорность судьбе в слове «горделивое терпение». В нем мудрость самосохранения. Как в любом достоинстве есть сдержанность. Вот эта сдержанность в нашем горделивом терпении. Мне как-то один старик, не крымский татарин, здесь
крымский, говорил историю, рассказывая о каком-то селе. Он говорит, что когда татар выслали, в горах родники пропали. Высохли. Они ушли, они не высохли. Ушли. Они ушли под землю. А когда мы вернулись и родники. Мы как тот родник. Мы уходим. Нам главное там под землей чистоту своей воды сохранить. Но время придет, и мы эту воду подарим этому миру. Всем, кто бы ни подошел. Пусть он, как по нашему обычаю, сначала вымоет в этом роднике руки, потом прочтет молитву, скажет спасибо этой воде, и потом только умоется, потом выпьет ее. Каждый. И мы, как зерна, мы упали в землю, но мы обязательно прорастем. Вот в этом наше горделивое терпение. Это был период, когда началась поднималась, точнее, вот эта волна возвращения, да, и вот это возвращенчество, простите меня за это слово, оно витало в воздухе, и вот воздух, мне кажется, тогда был... Это мои детские воспоминания, но я помню, что это вот все наэлектризовано было, да, эти собрания, эти какие-то встречи постоянные, это в Черчик, горпарк, в основном там какие-то собрания, митинги проходили, и... вот эти вот те самые чемоданы, которые всегда были собраны, они уже стали выноситься в прихожую. Вы помните, вот, что это были за настроения, как это переживалось? С каким ниетом, что ли, если можно так сказать, да, вот люди выходили в этот путь? Ну да, чемоданы уже стояли в прихожих, это хороший образ. А я почему-то сейчас вспомнила лето, наверное, год 89-й, может, 88-й. И мы с моим любимым племянником, с Марленом, приехали отдыхать в Крым. Он был маленький, ему было лет 8. В Евпатории. И каждый день он меня просил подойти к памятнику. Там был какой-то памятник каким-то кораблям. В общем, я помню, что это был камень. Я даже не знаю, стоит ли этот памятник где-то недалеко от набережной. Подойти туда. Я думала, что мальчика интересует ребенка. Он такой еще маленький, пухленький был. Интересует вот именно корабль этот. И как-то даже не придавала этому значения. Через некоторое время, когда мы уже вернулись, я в почтовом ящике нашла письмо из «Пионерской правды». Адресованное Марлену. Я как бы взяла на себя смелость раскрыть этот конверт, при нем, конечно. И там было написано, что, уважаемый Марлен, ваш крымско-татарский вопрос решается на уровне ЦК КПСС, но ваши стихи мы опубликовать не можем. Я ошалела. Какие стихи? От Марлена, маленького ребенка. Стихи были примерно такие. Как оказалось, он ходил туда смотреть на Джума-Джами. И стихи были о том, что Джума-Джами, ну почему мне снятся эти сны? Тебе и мне, народу моему. Но, Горбачев, ну что же ты молчишь? Не жалко ли, что ли, тебе крымских татар? Это говорит о том, что вокруг этого ребенка шли эти разговоры. И если это даже на ребенке 8-летнем, который не в лунопарк просил меня бежать, а шел каждый вечер к Джума-Джами, это о чем-то говорит. И это было, в каждой крымско-татарской семье. При встрече на улице, где угодно, в автобусе, мы говорили только об этом. Мы задавали друг другу только вопрос, когда вы уезжаете, а вы собираетесь или нет, а что сделать, а мой ребенок еще не закончил школу, а мой только учится в институте. Это было, таким, я не знаю, мы жили все в одном настроении. Конечно, среди нас были и другие, которые говорили, что не надо никуда торопиться, вот есть партия и правительство. Это уже было, когда пришел Горбачев, пошла перестройка. Надо решить, пусть они требуют, пусть они решают наш вопрос. Вот как нас выселили, так пусть организованно переселяют. Но если бы мы их тогда послушали, то мы до сих пор организованно, я так думаю, жили бы в ссылке. Таких людей было очень мало на самом деле. И те, кто сейчас остался и живут в Узбекистане, в Таджикистане, я думаю, гораздо меньше, в Казахстане, это люди, я уверена, которые тоже хотят вернуться, но у них просто больше нет физической и финансовой на это возможности. Но тогда на этой волне, на волне пассионарности, по большому счету,
эта волна, это вы назвали слово электризация, да? Вот оно так и чувствовалось, вот, что это в воздухе, это электричество было. Оно только ставил вопрос «когда?». Когда? И хотелось как можно скорее. Атомы возвращения, я это называю. Да, Да. да, Ну, да. если в Крыму в то время, 80-е, конец 80-х, говорили, как мне там один свидетель, который, ну, не свидетель, а семья которого уехала еще в первое переселение, вот в 70-е годы. Если в Крыму в это время говорили о прописке и о фиде, помидорном, да, потому что только за счет этого Да. выживали крымские татары, которых не брали на работу, то в ссылке в Узбекистане, в частности, говорили о контейнерах, Да. говорили о каких-то путевках на землю, что-то вот такое, я помню, на собраниях обсуждали такие вещи. Да, но мы да. путевок не дождались, конечно. Ну, Да, да, конечно. не да. дождались. И тогда у нас даже были такие бригады молодых парней, которые, мобильных телефонов тогда не было, которые готовы были прибежать и помочь собрать контейнер. Да, Мгм. да, Даже так. это тоже. Много было таких каких-то вещей, которые ушли из памяти, но сейчас всплывают. И вот это было время перемен. И в стране наступило время перемен. Это так, знаете, будоражило. Это оно рождало бесстрашие какое-то. А Старшее поколение нам Крым рисовало очень часто как рай. Да? Я думаю, я не единственная, да, кому рассказывали эти истории. Да, в общем, нам рисовали рай, но когда мы сюда приехали, вернулись, как оказалось, что ну, это красный рай местами Да, был. Местами, очень к красное сожалению, был иногда. красным раем. Люди жили в палатках, в вагонах, в автобусах, которые переделывали под жилье, да, и как-то выживали в таких невероятных, просто жестких условиях, я бы сказала. Но выжили и научились как-то собирать себя заново. Вот как это было возможно, Лильханум, собрать себя заново на своей земле, где твое право на эту землю не признается? Я вспоминаю, я приехала где-то в июне, кажется, или в мае 91 года в Крым. Меня уже тогда многие знали как поэта. И меня повезли в район Сарасу, рядом с Карасу-базаром. Мгм. И там не было еще никаких домиков, и даже не было палаток, они жили в землянках. И я первый раз вообще видела землянку. И я спустилась в эту землянку, и там были вырыты такие, типа постаменты. Это были кровати. А в стенах этой землянки были ниши, а в этих нишах были сложены бутылки зажигательной смеси, уже наполненные бензином. И меня тогда просто пронзила мысль, что эти люди спят рядом с своей смертью. Они готовы на смерть ради этой земли, они спят рядом с этой смертью. Это было тогда на уровне какого-то такого психологического потрясения. Потом было много таких потрясений. Наверное, самое страшное из них это был случай на мечети в этом районе. Там было чистое поле, там были палатки, там был страшный какой-то смрад. Говорили, что рядом тогда была какая-то птицефабрика, и мухи вот такого размера летали буквально стаями. И понятно, что в одной из палаток там жила семья с 3 детьми. Готовили они на какой-то плитке, и был газовый баллон. И родители на секунду куда-то вышли, баллон взорвался, и 3 детей сгорели заживо. И когда мы их хоронили, мы пронесли эти табуты с этими детьми по всему Симферополю, чтобы те, кто называл нас варварами, что мы всех приехали всех резать, убивать, чтобы они посмотрели, что власть с нами делает. Я помню другую историю, когда в промзоне семья жила в вагончике. Муж, которому было чуть старше 30 лет, умер от инфаркта. Остались 2 детей, мама уходила на работу, и 2 детей угорели.
А скорая к ним не приехала, сказав, что там нет дорог. Эта женщина потеряла сначала мужа, потом 2 детей. Я помню еще один ужасный случай, когда в Земляничном мужчина, который понял, что он не может построить дом для своей семьи и прокормить свою семью, не нашел ничего лучшего, как привязать к ноге провод и попросить своего 6-летнего сына вставить этот провод в розетку, и так он покончил жизнь самоубийством. И я вот сейчас не нагнетаю, я просто говорю, что на самом деле мы это пережили все вместе. Но я не согласна, что мы заново собрали себя. Нам не надо было себя заново собирать. Жертвенность всегда была частью нашего Это не ДНК? жертвенность. Нет? Все, извините, какая жертвенность? Это были обстоятельства, которые привели к гибели детей или людей. Но мы не были жертвой ни в коем случае. Это время и история. Всегда хотели сделать из крымских татар жертву. Если бы мы чувствовали себя, внутри себя жертвой, мы бы до сих пор жили в ссылке. То, что этот народ поднялся, вопреки всему, вопреки тем обстоятельствам жизни, при которых вот эти все трагедии могли произойти, мы все-таки вернулись. Мы держались пальцами рук и ног и зубами за эту землю. Мы жили рядом со своей смертью, рядом с бутылками с зажигательной смесью, чтобы эта земля у нас всегда была под нашими ногами. И чтобы дети, которые родятся на этой земле, свои первые шаги сделают по ней, а не по чужой земле. Это не была жертвенность. Это был такой толчок, такой пассионарной силы, который, я думаю, не дай бог, чтобы еще раз случилась такая история, чтобы такие толчки могли бы повториться. Мы это пережили, не собирая себя заново. Мы, конечно, психологически, в смысле комфорта, да, потери комфорта, а потом попадание вот в эти условия. Да, это были другие условия, но это не была какая-то внутренняя перестройка. Когда мы уезжали из Узбекистана, бросая дома, бросая комфорт, бросая хорошо оплачиваемую работу, у кого-то там уже бизнес какой-то, мы знали, что нас здесь никто не ждет. Извините, каждый крымский татарин знал о тех, кто тут приехал сюда в 60-х, 70-х, переживших здесь бульдозерную войну, переживших несколько депортаций, когда грузили их вещи, бросали в грузовики и увозили в Краснодарский край или еще куда-то. Мы все знали эти истории. Мы знали, что здесь нас никто не ждет. Мы знали о Мусе Мамуте, который сгорел, протестуя против таких условий. Мы знали, на что идем. Это не жертва. Это сознательный акт. Я знаю, на что я иду, но оладжагом оладжаг. Мы стали другими за вот это вот время 90-х? Конечно. Да. В чем была разница? Людей, которые... разница в вас, допустим, да, Лилия Ханум? Лилия Буджурова в Узбекистане и Лилия Буджурова... Или, может быть, поколение постарше, да, вас. И Лилия Буджурова в Крыму. Это 2 разных человека или один и тот же? Я сейчас задумалась. Я когда-то, еще живя в Узбекистане, 2 попадала в автомобильные катастрофы, 2 ломала позвоночник, и у меня на этом фоне лет 10 была внутри меня фобия автомобильная. Когда я садилась в автомобиль, если автомобиль начинал двигаться быстрее, чем 40 км в час, у меня наступала паническая атака, и я хваталась за ручку, кричала «остановитесь» и выходила. Когда я приехала в Крым, у меня эту фобию как корова языком слезала. Я не знаю от чего. И я стала... Но у меня вся жизнь поменялась. Я была там банальным преподавателем русского языка и литературы, да, участником национального движения, вот из тех, кто успел, да, вот последний вагон запрыгнуть национального движения. Да, у нас там была бурная, очень интересная, очень романтическая жизнь. Как бы. Но я приехала здесь, у меня сменилось все. У меня сменилась, во-первых, профессия. Я никогда не думала, что я буду журналистом. Я никогда не думала, что я окажусь вот в такой гуще событий, да. Когда я могла с утра быть в Джанкое, а после обеда в Феодосии.
что мы же тогда жили как пожарная команда. Где что случилось, надо быстренько хватать микрофон, видеокамеру, ехать и снимать. Это была совершенно другая жизнь, совершенно другой ритм жизни. Просто. И да, я стала другой. Это очевидно. По какой себе вы скучаете или не скучаете? Ну, я думаю, что мне еще пока рановато скучать по себе. Вот лет 80, когда мне наступит, я буду говорить, когда я была молодая. Сейчас пока рановато. Я скучаю вообще по тем временам, если честно. А не потому... Понятно, что они были очень тяжелыми. Понятно, что они иногда были просто невыносимо тяжелыми. Но они были святыми. И я скучаю по этому времени, потому что мы не боялись трудностей. Для нас комфорт не стоял на первом месте. Мы были объединены одной, ну, может быть, самой святой идеей жить на своей земле. И, конечно, было трудно. Но, тем не менее, я скучаю по этому времени. Вы напомнили мне про 80-е, 90-е, да, и вот это бурное романтическое время, да, когда вы запрыгнули в последний вагон национального движения. Как произошло, когда было ваше первое выступление с вашими стихотворениями? Вы помните Я этот момент? очень хорошо помню этот момент. Мне его трудно забыть, я не буду рассказывать мистическую составляющую, потому что там и мистическая составляющая этого Ну, это момента самое интересное, Лилия тоже была. Ханумовна. И я уже начала писать стихи, и, ну, как бы для себя. Мама, папа, семья моя, ну, очень близкий круг знакомых. И тут это был митинг на площади рядом с Дворцом Дружбы Народов. Огромная площадь, огромная. Я не знаю, в Симферополе вообще нет таких площадей. Ташкент большой город, широко раскинувшийся, мог себе позволить. По периметру стояли, я не знаю, сколько их там нагнали, милиционеры с дубинками. А у нас это была какая-то техника звуковая, но у нас отобрали мегафоны. Мы вынуждены были, человек 150-200, может быть, там собрались крымских татар, мы были вынуждены все очень тесно друг с другом стоять, прям вот локоть к локтю, прям вот плечи к плечам другого человека, который стал сзади. Освободили посередине свободное место, и ораторы выходили в это свободное место, просто громким голосом говорили, чтобы было слышно, и так проходил этот митинг. И я очень хорошо помню этот момент. Вышла женщина. Я часто вспоминаю его, потому что он знаковый в моей жизни. И, наверное, вам когда-нибудь даже рассказывала об этом. Я очень хорошо это помню. Я не помню, к сожалению, имени этой женщины. Она рассказывала о том, что во время депортации ее семью привезли в Самарканд. И выбросили из поезда на стадион. А это был уже июнь, уже вторая половина июня, это страшная жара, это измученные дальней дорогой и потерявшие какую-то часть населения в дороге люди, без еды, без воды, под палящим солнцем. Я сейчас пересказываю ее рассказ. И умирали каждый день очень много людей. Но раз в день вечером приезжал грузовик, кидал трупы. Я начинаю говорить, и у меня опять все это в памяти. Он закидывали через борт трупы и увозили в неизвестном направлении. И она сказала, и я даже не знаю, куда увезли тело моей мамы. И меня просто накрыло. Я вышла и стала читать свои стихи, глядя ей в глаза. У нее были большие синие глаза, я не помню ее лица. Сейчас, многие годы проработав журналистом, я знаю, что это был крупный кадр. Это был крупный кадр с большими синими глазами. И я в эти глаза читала, у меня 2 или 3 стихотворения было написано к тому времени. И я видела, как они наполняются слезами, и видела, как этим глазам нужно было услышать, что ее боль кто-то понимает.
Вот это было первый раз. И в этот же день я стала членом национального движения. Что читали, помните? Скорее всего, скажи, отец, зачем черны мои глаза? От моря черного, дитя мое. Почему в твоих глазах слеза? От горя черного, дитя мое. Скажи, отец, где родина моя? У моря черного, дитя мое. Почему уехал ты в далекие края? То горе черное, дитя мое. Есть еще одно ваше стихотворение. Я надеюсь, вы меня не осудите за то, что я так фривольно трактую содержание и пытаюсь разобраться с какими-то смыслами, которые вы закладывали тогда. Хотя, наверное, это все-таки какое-то, знаете, самовыражение, наверное, через строки было у вас. Но, тем не менее, не купленный билет, Лилия Ханум. Я помню, вы рассказывали, что это абсолютно реальная история. Да. История Джваиры Мировой. У вас в предисловии описано это. И вы знаете, для меня и для детей моего поколения оно стало таким, знаете, эмоциональным дополнением к истории, которую мы знали по факту. Да, то есть мы знали, вот тогда-то произошло вот это 1783, 1944 и так далее, и так далее. Да? Но вот эта история, она как-то включила, что ли, да, вот ту самую осознанность, про которую вы говорили, которая возникла у вас после вашего учителя истории, после сообщения ТАСС и так далее. Для меня это стихотворение, наверное, оно все-таки вот такой себе образ и символ того, символ тех эмоций, которые мы испытываем по отношению к Родине. Вот что вы тогда испытывали, когда писали? Вы же точно помните эту историю, вы точно помните ситуацию, в которой вы узнали о ней, и что у вас в душе тогда происходило? Ну, это, во-первых, фон, время. Во-вторых, сама эта реальная история меня просто потрясла. И я помню, что я плакала. И когда мне рассказали, эта женщина к этому времени, конечно, уже умерла, мне после смерти рассказали эту историю, которая в Янгиюле, если не ошибаюсь, произошла. И я тоже в этот момент, конечно, не думала о том, что это будет для кого-то учебником того времени, или это будет каким-то слепком истории моего народа. Она у меня просто так заболела, что не брать же, я не знаю, в руки палку и не сшибать ветки с деревьев. Надо было выплеснуть эту эмоцию. Никакого другого способа, кроме как выплеснуть в словах, у меня не было. И вы знаете, я сейчас подумала, что, возможно, я не претендую на это звание, возможно, именно поэтому оно и так доходит. Mm-hmm. Потому что это не ремесленническая, знаете, игра словами, рифмами. Это правда. Просто правда. И я видела столько слез после прочтения этого стихотворения у взрослых, больших людей, мужчин, что я просто понимала, как это попадает в самую больную точку. Оно и у меня, эта точка болит. Моя бабушка, мой брат лежат в чужой земле. И я не смогла им показать кусочек Крыма перед смертью. Что может быть страшнее этого? Но у меня это еще говорит о том, как мы должны быть благодарны судьбе, что мы, когда Аллах призовет нас, ляжем в родную землю. И за это надо быть благодарным и судьбе, и самим себе. Понять родителей. Это вот такие истории, они помогают понимать родителей, да? То есть вы еще тогда не видели Крыма, да? Ну, я не говорю про какие-то поездки там по турпутевкам, да, в советские санатории. Любить Крым на расстоянии, любить Крым по рассказам. Как это, Лилия Ханум?
Ну, во-первых, начнем с того, что реальность в рассказах не совпала с реальностью на самом деле, с которой мы здесь столкнулись. Но Крым-то остался тем же самым. И, конечно, вот когда мы сюда в 90-е годы вначале вернулись, вот было очень важно сохранить, несмотря на весь этот, на самом деле, ужас и кошмар, в котором мы оказались, сохранить в себе вот тот Крым, который все эти долгие годы, полвека ссылки сохраняли в своих сердцах наши дедушки, бабушки и родители. И как бы то ни было, и грязь на дорогах, и крыша протекающая, и все остальное, но мне это не мешало. Мне не мешало. Знаете, я вообще, особенно весной, вот я уже сколько лет живу в Крыму, я вернулась сюда в 91 году. Но именно весной меня просто накрывает, когда я говорю себе: Боже, Аллам я рабим салачок шкур. Я дома. Я дома. И вот это «я дома» — это мечта моих бабушек, дедушек, моих родителей. Поэтому мне не важно, совпадали эти реальности, не совпадали. Это превалирует. Важнее всего. Важнее всего. Есть еще одно ощущение, когда читаешь это стихотворение, оно как будто, знаете, реквием старшему поколению. Да, это так. Это о том, чтобы мы не забывали об этом. Что они пережили, какой болью они уходили. Это наш долг. Конечно, это реквием. Реквием — это память. И если мы в своей повседневной суете или даже многодневной суете забудем об этом, то думаю, что это будет непростительный грех. И в этом стихотворении у вас есть призыв к ответственности. Да, вы говорите: дайте все-таки купить билет нашим старикам. И вот для вас Да, самой... вот в этих строках это уже актуализация. Угу. Это как раз написано в то время, я сейчас точно не помню дату, вы вот точно 89-й. знаете, 89-й год, это как раз тогда, когда все ворота, все дороги были закрыты. Угу. И мы локтями пробивали эти дороги. И поэтому это было еще обращение ко всем остальным, и поэтому последние строки хватит многим матерям и бед и лет, но прошу вас, люди, ради Бога, дайте нашим старикам билет. Это еще и призыв к сочувствию. На сочувствие можно рассчитывать в то время? На Всегда. понимание? Я не знаю, можно или можно, но всегда нужно. Нужно? Всегда нужно. Всегда нужно, иначе мы просто перестанем сами Быть людьми? быть сочувственными. Угу. Конечно, на самом деле, я думаю, что если считать всех вокруг врагами, это проще. Черно-белый это мир. проще. Да. Но вокруг были не только враги, и не столько враги, может быть. И поэтому это расчет именно на сочувствие. Потому что никакими политическими лозунгами не добьешься того, если ты добился сочувствия. Понимание. Понимания, сочувствия. Если у тебя тоже навернулась слеза на глазах, когда ты услышал историю о том, как женщина перед смертью просила показать ей кусочек Крыма. Как вы думаете, нам за вот эти 30 с лишним лет в Крыму удалось пробудить понимание? Я не хочу говорить про сочувствие, а нас понимают? Вокруг нас все разные люди. Кто-то понимает, кто-то не хочет понимать. Хотя это очевидные совершенно вещи. И это тоже нормально. Но все равно нужно продолжать рассчитывать на сочувствие. Вокруг нас люди, и мы люди. И не видя человека в другом человеке, ты сам теряешь человеческий облик. Если не ради них, то ради себя? И ради себя в том числе. Или в первую очередь, да? Надо оставаться человеком.
думая о том, что рядом с тобой тоже люди. У них есть матеря, и они их тоже любят. И они не хотели бы, чтобы их мать уходила к Богу с, с такой болью в сердце. Для вас самой это про память, про реквием вот этот вот поколению, или все-таки же про ответственность, скажем так? Про память, прежде Память всего. всё-таки. Конечно, и про ответственность, и про сочувствие, и про призыв к пониманию. Но главное — это память. Я помню 90-е годы уже здесь, в Крыму, и в моей памяти, мне было 14, когда мы переехали. Свое 15-летие я уже встречала в Судаке. И для меня 90-е годы — это время сплошных протестов. Это Да? так. Мы протестовали против того, что нам не давали землю. Мы протестовали за право голосовать. Мы протестовали за право получить гражданство. Мы протестовали за право... Открыть крымско-татарские Да, открыть школы. крымско-татарские классы, потом Да, школы, да. да. В общем, за историю, за политическое участие и так далее, и так далее, и так далее. Но это было какое-то наше сплошное состояние протеста. У вас не было такого ощущения? Вот, Но я точно знаю, что это был инструмент. само собой, но еще Абсолютно и состояние точно у меня, что это знаю. было... Ну, вот представьте себе, что представьте, вам не надо представлять, вы были уже в сознательном возрасте, 14 лет, какие условия, да? Это не мы были такие бунтари, Это жизнь была такая. которые вот только дай там попедокурить и в этом кайф ловить, да? Мгм. Это жизнь, это обстоятельства, это власть, это условия жизни заставляли нас, толкали нас на какие-то протестные движения. Да, нам не давали землю. И если бы не было протестов, нам ее никогда не дали. Нам не давали землю, мы вынуждены были пойти эту землю забирать. И при этом тот, кто тогда возмущался этим, они даже не оценили нашего благородства. Им даже в голову не пришло, что мы могли подойти каждый к своему дому, к дому твоих родителей и предков, которых отсюда выслали, и потребовать: верните мой дом, А не пустую землю. а не пустую землю. Никто не оценил такого. Нам не давали гражданство, поэтому мы не могли голосовать. Это я не знаю. Как в XIX веке мы оказались там. Наказанный крамольный народ, который не достоин даже права голоса. Мы протестовали не от того, что нам, извините, просто мы такие по натуре. Мы как раз по натуре люди спокойные и выдержанные. Мы протестовали, потому что нас толкали на протесты. И протесты нам помогли в очень многом. И не было бы этих протестов, мы в результате не влились бы в общеполитический контекст и не стали бы полноправными участниками этого контекста. Поэтому, с другой стороны, кризис — это же всегда пинок к росту. Точка. Роста. Не было да. бы этих кризисов, не было бы этого роста. И я думаю, что это не только по отношению к нам, это вообще относится ко всему крымскому обществу. Ведь если сравнить ту враждебность, с которой нас встречали, я не знаю, своим ли протестами, своим ли поведением, своей ли настойчивостью, своим ли упорством, но мы таки заслужили уважение. И извините, я сейчас уже точно не дружу с датами, когда власть вынуждена была признать, считаться с нами. И когда Николай Васильевич Багров, ныне покойный, вынужден был заставить Верховный Совет Крыма принять новый закон о выборах, которым был выделен национальный округ, и по этому округу в 100-местный крымский парламент попали 14 крымско-татарских депутатов. И это произошло за очень короткий промежуток времени. 90-е, 91-е годы мы еще протестуя бойкотировали против любых акций власти, и уже 94-й год, по-моему, 92-й год, или 94-й, да, не дружу, я, видимо, все-таки уже возраст сказывается, мы уже стали членами Крымского парламента. И, между прочим, всего 14 политических единиц
Но мы держали, как тогда говорили, золотую акцию. Держали парламент в тонусе. Нет, потому что этому парламенту нужна была такая сдержанная сила, как у нас. И так очень скоро так получилось, что мы, я не знаю, возможно, благодаря опыту политической борьбы, возможно, благодаря тому, что мы были неким противовесом, но мы в любом случае стали достаточно влиятельной фигурой, таким влиятельным инструментом внутри всего крымского общества. Я уже тогда была журналистом, я это кожей чувствовала и видела, как это вообще отражается на обществе, как люди, для которых крымские татары воспринимались не иначе поначалу, как с рогами и с хвостами, с кровавым кинжалом в руках, потом стали восприниматься как сосед, как, я не знаю, коллега, как просто человек, которого уже слабо обозвать в троллейбусе монгольской рожей и сказать «езжай в свою пустыню Гоби». Все менялось вместе с нами, и мы изменили это общество тоже. Лилия, вот это вечное состояние протеста, которое у нас было вот в 90-х, и в 90-х мы отстояли, да, свои политические права, там, получили свое право голоса в Крыму и стали заметными не только в Крыму. Да, с нами, с крымскими татарами уже нельзя было не считаться. Да, нам это помогло, и здесь я абсолютно с вами согласна, что первая половина 90-х и протест как инструмент, они себя оправдали. Но вторая половина 90-х у меня уже как человека, выросшего на этих протестах, да, и который теперь уже анализирует эти протесты, сложилось впечатление, что это стало таким внутренним состоянием. И ровно поэтому нам иногда тяжело выстроить внутренний диалог и выстроить рациональный диалог с внешним миром. То есть там, где можно просто, грубо говоря, использовать инструмент, например, юридический, мы используем инструмент флага, например. Инструмент флага сейчас уже не используешь, допустим, да. Я ж не только про нашу географию. Да, я думаю, готова согласиться и не согласиться с этим, потому что мы уже далеко не те, какими мы были в 90-е. Поменялись условия жизни, поменялись требования к нам и наши требования к этим условиям жизни. И поэтому, да, есть какие-то последствия. Вот последствия того единства, я бы не сказала единства, последствия того единомыслия, тогда без него никак мы бы здесь не закрепились, они есть, я думаю, они до сих пор выражаются в отсутствии уважения чужого мнения. Мы всегда гордились тем, что национальное движение крымских татар, это одно из первых демократических движений в Советском Союзе, всегда гордились этим, своей демократичностью. Некоторые, конечно, эту демократичность хотели бы воспринимать как некую такую стадность, но крымские татары никогда этого не позволяли. Да, мы испытываем, наверное. Но я думаю, что это не болезнь, которая пришла из 90-х. Возможно, первые признаки, но нет, это не эта болезнь. Я думаю, что новое время, оно же рождает новые потребности, оно рождает новые взгляды, оно рождает новых людей, которые не жили в тех условиях. Вот, например, почему сейчас в соцсетях люди не уважают чужое мнение? Они его не хотят слушать, они его воспринимают в штыки, да, вот просто. А в соцсетях это в основном молодые люди. Они не жили в 90-е. Они как бы, их родители, да, жили в протесте, но, извините, дома они и протестовали только для того, чтобы нынешнее поколение молодых жило без всяких протестов, и чтобы у них было все хорошо и все окей. Откуда у них это? Неуважение к другому мнению. Неприятие другого мнения. Откуда у них этот дидактизм, что прав только я? Поэтому тут надо, наверное, искать свои ошибки в современности, чем в 90-х. Если говорить о внешнем мире, то уже обстоятельства изменились. Тогда жизнь заставляла. Тогда протест был формой жизни для нас.
Иначе бы не было существования на родной земле. Это была борьба за выживание. Сейчас нет потребности в такой борьбе за выживание. Есть потребность в борьбе за самосохранение, за сохранение своей идентичности, но тут уже вступают в силу более гуманитарные задачи, чем протест, простите. Я вспоминаю один разговор, в котором мне молодой человек сказал следующее. Зачем нужно было драться за Азизлер Бахчисараи, если после эти Азизлер превратились в свалку и заросшее поле? План «Б» был на эти Азизлер? Я вот такое имела. Я про это. Когда был протест, ради протеста, наверное, я не знаю, да, а результата не получили. Такие процессы растянуты во времени. Все и сразу на блюдечке с золотой каемочкой не дается. Если говорить конкретно об Азизлер, то вот почему эта Азизлер сейчас превратилась в свалку, надо спрашивать не людей, которые боролись за это в 90-х годах. Это наша общая ответственность, это же не... Это наша общая, да. но в том числе ответственность сейчас молодого, активного, и смею надеяться, когда-нибудь пассионарного поколения. Это задачи уже следующих поколений. Да, у нас много таких пробелов. Почему мы, которые боролись за открытие национальных классов, а потом школ крымско-татарских, этого добились, а теперь нашим некоторым, не только некоторым, большинству наших родителей, извините, трудно написать заявление, что я хочу, чтобы мой ребенок обучался на крымско-татарском языке, или хотя бы у него в программе были уроки крымско-татарского языка, и не требует, чтобы это было, хотя это абсолютно законное требование. Это вопросы к разным поколениям. Вопросы к поколению 90-х, кого мы воспитали. Продолжаю параллельно думать. Вообще стихи — это лирика. А лирика — это не изложение фактов, действий, не описание мизансцен, это о чувствах. И поэтому лирика так близка всем. Поэтому стихи так быстро запоминаются. Потому что язык чувства, он гораздо понятнее вербального языка. Он неподражаемый и честный. Да, если честно. Если честно, да. Если он про себя и от души, что называется. Ваши стихи, Лилия Ханум, еще очень часто воспринимают как стихи о Крыме. У меня же возникло ощущение, когда я вот перед нашей съемкой с вами перечитывала, что это больше об ожидании Крыма. Да? То есть это эмоции между памятью и надеждой. Ваше поколение именно вот в таких эмоциях росло? То есть состоялось ваше поколение? Я не претендую быть глашатаем поколения. Могу говорить только за себя. Конечно, это ожидание Крыма. Конечно. Ожидание того вымечтанного старшим поколением Крыма. Это естественно, это сильная лирика. Это поэзия изгнания. Само место и время, оно не давало возможности рассказывать о Крыме таким, каким он там в другой реальности был. Это абсолютно, да, это ожидание Крыма. И это даже не о Крыме, наверное, это о потерянном Крыме. Это о вымечтанном Крыме. Это о Крыме, который ждет нас и которого ждем мы. О таком Крыме. И это о том, как каждый тополь говорит нам о кипарисе крымском, когда каждая травинка говорит о той траве, которая в предгорьях Демирджи растет. Это Крым мечты. И ностальгией это тоже не назовешь, потому что ностальгия — это чувство потерянной родины. У нашего поколения оно не было потеряно, оно было потеряно у наших родителей, дедов и отцов, но это в том числе и ностальгия тоже. Такая ментальная ностальгия.
Интересное чувство. Я уже не могу себе этого представить. Да? Я родилась там, но я свою жизнь без вот этой земли, без этих травинок, росинок, гор и моря я себе не представляю. А я сюда вернулась, когда мне было уже чуть больше 30. И поэтому, во-первых, это свежо до сих пор в памяти. И потому что я сюда возвращалась уже по большому счету сформированной личностью. Личность моя формировалась там, вот на этом вымечтанном Крыме, на ожидании Крыма. Поэтому Вот тогда, в 80-е, вы верили, что будет свобода, и вы вернетесь на родину? что будет свобода, тогда не верила, но что вернусь на родину, я не просто верила, я была убеждена. А что вам давало такую уверенность? Я просто знала, что я больше не могу здесь жить, я хочу домой. Вот те люди, которые сюда приехали, жили в палатках, в этих землянках, в автобусах, в троллейбусах, вы думаете, они питались надеждой? А что Если бы не было бы уверенности, это бы сломило всех. Это была уверенность. Нам никуда не деться. Мы уверены, и мы будем здесь жить. Да, сегодня трудно. Ничего, поживу в троллейбусе. Но я живу, этот троллейбус стоит на родной земле. Чуть-чуть еще про тоску о родине, Лилия Ханом. Вот как это жить с тоской о родине? Ну, смотрите, жить не просто с тоской о родине, а жить в стране, где сейчас песня такая: «Твой адрес не дом и не улица, твой адрес Советский Союз», то жить с тоской по конкретной... Ну, правда, в то время появилось еще и понятие «малая родина». Да, то есть вот это как бы это разрешалось. Вообще улица Пушкина в Ленинграде — это тоже твоя родина, но все-таки уже разрешался термин «малая родина». Это как бы вообще несовместимые вещи, да? И жить с тоской по конкретной родине в Советском Союзе, где там все кругом колхозное, все кругом мое, это было особое чувство. Ну, это было элитарное чувство, я не побоюсь этого слова. В чем Это элитарность? потому что вот мы такие, Особенные? а вот мы особенные. А мы особенные, извините, потому что с нами так обошлись. И получаете теперь все последствия этой нашей особенности. Мы все равно вернемся. Но это пришло в 90-е, в начале. Я вот так сейчас говорю, а за спиной было 50 лет ссылки. 50 лет слез, надежды, собранных чемоданов, похорон родителей, которых клали в чужую землю. Это мы стали такими уверенными, потому что время тогда совпало и дало нам возможность. Я не знаю, что было бы с нами, если бы время было по-другому. Это сейчас с высоты, вернее, не с высоты, а от того, что земля своя под ногами, может быть, я сейчас сама себя корректирую, может быть, я вот такую уверенность демонстрирую. Повернись история как-то по-другому. Может быть, все было бы трагичнее, или, может быть, было бы все по-обывательски. Но я, правда, в это не верю. По-обывательски не верю. Я думаю, все равно мы родник, мы семена. Все-таки родник и семена? Мы родник и семена. Есть еще одна тема, которую я бы хотела с вами проговорить, Лилия Ханом. Это журналистика. Да. Я не знаю, вот я как-то слышала мнение, что говорить крымско-татарская журналистика некорректно. Ну, так это, знаете, как это позитивная дискриминация вроде бы как. Да, говорить. я не претендую на авторство, но я всегда говорила, что нет крымско-татарской журналистики, точно так же, как нет крымско-татарской физкультуры или крымско-татарской астрономии. Журналистика — это... Вот есть такая профессия — журналистика. Журналистика у крымских татар в 90-е. Да. Да? Вы были в этом процессе, что называется. Да. На ваших глазах это все создавалось. По большому счету с нуля. Мы не будем брать советский период. Почему? Потому что сложно все то, что там было, и все, что было в Ленин-Байрагы, называть журналистикой. Да. Это больше для поддержки языка, скорее всего, это происходило. А как это ощущение, когда вчера еще нельзя было ничего, и даже Крым называть, а сегодня можно все? Это у них надо спросить. Мне так повезло, что я не была журналистом, когда было запрещено слово «Крым».
называть. Вот мне так повезло. Я даже боюсь себе представить, что испытывали эти люди. Интеллигентные, умные, патриотичные, образованные. Я боюсь даже себе представить, что у них было в это время в душе. Я как раз тот человек, который начал сразу работать в первой независимой крымско-татарской газете «Авдет». Когда была уже гласность и перестройка, и когда можно было говорить все, писать все. И когда единственное, чего было нельзя, это врать, обманывать и лицемерить. Это был кураж. Да. Если говорить о журналистике, это был кураж. И, знаете, подкрепленный с абсолютным сознанием своей правоты. Да, вызовы еще обком. Еще был обком. Я же стала работать... Я приехала в 91 году, я сразу стала работать в Авдете, а сразу после ГКЧП, это был август, я уже работала на ГТРК «Крым». Это вот уникальный случай вообще у крымских татар в Крыму в 90-е, потому что нас не брали никуда на работу, и наши музыканты, врачи, хирурги с золотыми руками месили глину, чтобы построить времянки, их еще на работу не брали. А мне вот так повезло. Повезло, потому что благодаря моему врожденному, видимо, качеству вообще не бояться камеры. Камера, я тебя не боюсь, ты мой друг. Была такая история, что после ГКЧП, опять еще новый взрыв, гласность, перестройка и так далее, делегация представительного органа крымских татар решила выступить на крымском телевидении, но ни один журналист на крымском телевидении не согласился вести эту программу. Типа, мы с татарами в эфир не сядем. Сказала, ну, прекрасно, я проведу ее сама. Какой у меня опыт. И после того, как я провела эту программу, ко мне подошел тогдашний гендиректор ГТРК, господин Севаченко, и предложил работу. И, конечно, это был кураж. Конечно. Во-первых, это был сильнейший инструмент в руках. Сильнейший инструмент. Если бы не этот инструмент, картинка, мы прекрасно знаем, сила воздействия у картинки. Это одно дело печатное слово, оно еще попадает кому-то в руки, а кому-то не попадает. А другое дело гостелерадиокомпания и возможность выйти в эфир и рассказать, что с нами происходит с крымскими татарами. Как им тяжело, что нет воды, что дети умирают, что нет электричества, о том, что власти не отвечают положительно на законные требования. Это был сильнейший в руках инструмент. И, конечно, в тот момент эта журналистика была частью нашего общенационального процесса возвращения на родину. Ее можно было бы тогда, хоть меня коробит, тогда называть крымско-татарской журналистикой. Но к чести журналистского сообщества Крыма того времени это было не только из уст крымско-татарских журналистов. Мы тогда бы и не могли покрыть, потому что если я вспоминаю, что крымско-татарской редакции по первоначалу давали 10 минут эфира в неделю. Вот попробуй. Потом постепенно это стало увеличивать, потом каждый день и так далее. Стала крымско-татарская редакция расти. Потом я вообще покинула крымско-татарскую редакцию, стала ведущим журналистом и стала вести свои самостоятельные программы. То есть и это было... Мы не были одиночками. Нас поддержала целая компания прекрасных, заметных, влиятельных крымских журналистов, которые помогали нам в этом, которые в силу своей честности, профессиональности поняли, что наши требования справедливы. И тогда крымско-татарская журналистика стала для меня лично, я говорю сейчас о своем личном опыте, постепенно из крымско-татарской журналистки я стала просто журналисткой. И это был поначалу достаточно короткий, но стремительный путь, а потом это стало на многие годы просто правилом, следование принципам, следование запретам. Журналистская профессия, там много запретов. Там больше нельзя, чем можно.
если ты настоящий журналист. Я сейчас, правда, не вижу, что журналистика осталась как профессия, но по тем временам это было. И тот кураж, который ты испытывал, понимая, что ты прав, это действительно было, наверное, счастье. Я даже помню, мне рассказывали, что была очень популярная тогда программа, называлась «Встреча с прессой». Вела ее Татьяна Коробова, я и Валя, подруга моя. И люди говорили, что город пустел во время этого эфира точно так же, как несколько лет назад, когда показывали фильм об этом разведчике Исаеве «17 мгновений весны». Мгм. Вы помните это время, когда журналисты, взглядовцы стали настолько популярны, что ушли в политику? Вот это не потому, что мы были такими талантливыми, такими профессиональными, такими великими. Время было такое. Общество жаждало свободы слова. Оно его получило. И от этого носители этой свободы слова, конечно, жили в постоянном кураже, а общество, по-моему, только выиграло. Боюсь, что сейчас не дано этого испытать, но вот Куража? был такой момент. Был такой момент. Легче не следовать журналистским правилам, чем следовать им. Очень многие просто застряли. А некоторые считали, что если ты владеешь крымско-татарским языком, то ты уже имеешь право называть себя крымско-татарским журналистом, даже особо не вникая в сложности, в правила, в этикет и в этику этой профессии. Но, извините, развитие, трансформация — это такие процессы, которые невозможно остановить. Ты или остаешься за бортом, или идешь вместе с ними и развиваешься, и трансформируешься сам. Я однажды слышала мнение такое, Лиль Ханум, что после 97 года и всех тех событий, которые произошли вместе с вами, не только с вами, но еще с группой людей, наших крымских татар, был положительный момент. Мы получили крутого журналиста Лилю Бульджурову. Я слышала такое мнение. Я сама знаю. Я знаю, чего мне это стоило. Это был внутренний кризис огромный. Разочаровавшись в политике тогдашних лидеров, я хлопнув дверью. Нет, что я хлопнув дверью? Я по журналистской привычке резала правду матку, и за это меня просто пинком таким крепким выбросили. И я еще позавчера была дочерью крымско-татарского народа, а потом стала врагом народа. И я даже внутри себя сказала, что я в этих играх политических участвовать больше не буду. Я буду просто журналистом. И я буду не только крымско-татарским, но я буду и даже не крымским, я буду просто журналистом. И я на самом деле тоже от этого выиграла. Я сразу же стала сотрудничать с очень серьезным международным агентством. Я стала председателем Крымского союза свободных журналистов многолетним. И я стала расти. Я думаю, что я приобрела какую-то долю своей популярности. И как не тяжел был тот шаг, я думаю, этот кризис только лишний раз подтверждает, что без кризисов не бывает развития. Этот кризис заставил меня идти вперед. Я в этом вернулась к крымско-татарскости, но вернулась только формально. На самом деле, те принципы, которые я стала исповедовать, я потом и принесла с собой в телекомпанию АТР, крымско-татарскую телекомпанию. Говорят, что 97 год. Я сейчас делюсь с вами инсайтами, то, что обсуждается в моем поколении, да, и то, что я собираю, коллекционирую разного рода мнения для своих, так сказать, каких-то умозаключений. Вот в моей среде, в смысле в возрастной среде, говорят о том, что 97 год – это был год, когда мы свернули не на ту дорожку. Да, и какие-то демократические штуки стали сворачиваться. Так и есть. На мой взгляд, так и есть.
Для меня это было жутким разочарованием, потому что это происходило на моих глазах. Это вызывало у меня, не побоюсь этого слова, отвращение. Поэтому я и рассталась с этим. И это вот предыдущий ваш вопрос о том, что мы не наладили диалог внутри себя, он корнями оттуда, с 97-го года. Так и есть. Я возвращаюсь к вашим же словам, которые вы сказали в фильме «Женщины, сохранившие Крым», что у нас, к сожалению, у некоторых из нас нет ничего, кроме денег. Да, есть такие бедные люди, у Да, которых да, да. кроме денег ничего нет. Есть такие. Вас не разочаровывает, что вот мы столько положили, столько Ну, вложили? во-первых, это не общая тенденция, абсолютно. Будем говорить так. Мы, конечно, не идеальное создание Божье. Мгм. Мы люди со своими слабостями, грехами. Я недавно прочла, буквально на днях, люблю американских писателей, недавно прочла, как главный герой, который долгое время прожил в одной очень южной стране, сказал, как он любит население этой страны, потому что они такие мечтательные, но с абсолютным отсутствием понимания, что для воплощения мечты нужно что-то делать. Мгм. А вот мы не такие. Мы сначала делаем, может, по ходу, но потом мечтаем. Нас поставили в такие условия. Мы вот сюда попали в 90-е годы. Ну, было не до мечтаний, честно скажу. Наверное, каждый мечтал, что я когда-нибудь буду ходить по асфальтированной дороге, или в моем доме будет вода и свет, и мои дети, если заболеют, я вызову скорую. Но мы делали. Мы работали руками, мы строили свой новый дом. Мы хотели, чтобы... Мы мечтали, конечно, мы мечтали не о том, что когда-то нам станет хорошо. Мы мечтали о том и все делали для того, чтобы было хорошо нашим детям. Я очень надеюсь, что они это оценят. Будем надеяться. Сейчас время технологий, искусственного интеллекта. Я иногда задаю вопросы искусственному интеллекту, точно зная, что он опирается на ту информацию, которая есть, и использует все эти алгоритмы. Ну, мы все об этом знаем, да. И вот перед нашим с вами разговором я задала ему вопрос, если описать историю крымских татар одним словом, какое ты назовешь? Знаете, какое он слово назвал? Память. Если бы вы описывали историю крымских татар, каким бы одним словом вы бы ее назвали? Это будет не одно слово. Это будет 3 слова. Мы всегда возвращаемся.